Здравствуйте. Сегодня час пик для доку Завгаева. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Доку Завгаев, 55 лет. Первая запись в трудовой книжке 58 год. Учитель начальной школы. Через 31 год скромный работник народного образования превратился в первого секретаря Чечено-Ингушского республиканского комитета КПСС, председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской республики. В сентябре 91-го был обвинен в поддержке ГКЧП и под давлением Чеченского национального конгресса ушел в отставку. В следующие 4 года Завгаев один из многих сотрудников администрации президента России. В 95-м вернулся в большую политику. 17 декабря победил на выборах главы Чеченской республики. Доку Гапурович, я листал газеты примерно 5-летней давности, и по прессе, по тому, что я там видел, создается впечатление, что тогда все было наоборот. Тогда Джохар Дудаев вызывал гораздо больше симпатий у руководства, нежели доку Завгаев. Все поменялось. Как вы считаете, насколько Москва, руководство страны, ответственно за приход именно этого человека, Джохара Дудаева? Ну, наша республика, тогда она была Чечено-Ингушской, в тот период она отличалась политической стабильностью и таким хорошим уровнем межнациональных отношений, хорошие гражданские отношения, то есть гражданский мир. И, в общем-то, довольно динамично развивалась экономика. Это подчеркивалось и руководством страны тогда. Ну, это известно из тех же источников, о которых вы говорите. Что касается руководства страны и степени их ответственности, я бы немножко этот вопрос уточнил бы и не считал бы, что в целом руководство страны в тот период повинно. Были отдельные лица в руководстве страны, которые сделали совершенно случайную карьеру. Люди случайно были в политике и у власти. И, естественно, вот эта вот случайная карьера кружила голову. И вот они нашли Дудаева, нашли Дудаевщину, ее щедро поддерживали, финансировали и привели до этой национальной катастрофы. Прошло много лет. Да. Может быть, можно назвать вот хотя бы несколько фамилий из тех, о ком вы сейчас говорите так иносказательно? Ну, я думаю, вы мне назовете сами эту фамилию. Сейчас будете задавать дополнительные вопросы. Я тут сделаю акцент, чтобы не навязывать вам, как говорится, свою идею. Да, я назову этих людей. И, к счастью, жизнь отбросила сегодня на обочину, вышвырнула из политики, как людей случайных и нанесших огромный урон нашему российскому государству. И, тем не менее, в какой-то мере они пытаются уцепиться за власть. И в той мере, в какой могут, и сегодня дестабилизируют ситуацию и в Чечне, и в Российской Федерации. Кого, кроме Хасбулатова, вы имеете в виду? Ну, наверное, на первый план надо ставить Хасбулатова. Это был наш выдвиженец. Мы его избирали депутатом, хотя он никогда в республике не проживал и никакого отношения к народу нашему не имел. Но он однажды приехал ко мне, попросился, я его поддержал. Вот так подумал, что, думаю, живет в Москве. Наверное, в каких-то интеллигентских кругах вращается, будет нашим хорошим рупором. Но оказалось все наоборот. Да, он один из главных людей, которые взорвали нашу республику. И, к сожалению, интерес такой, нездоровый интерес к республике по сей день сохраняет. Имеют ли те люди, о которых вы сейчас говорите, отношение к тому, что в Чечне у Дудаева оказалось такое количество российского оружия? Ну, это вопрос довольно-таки сложный. Тут надо, наверное, специальный какой-то и разговор провести, и расследование провести. Я не готов однозначно ответить, кто там конкретно повинен. Но дело в том, что много оружия на Северный Кавказ, и в частности в Чечено-Ингушскую республику, засылали и соседи. Засылали. В частности, вот были эмиссары из Грузии, и оружие засылалось. Ныне покойный, тогда бывший президент Грузии Гамсахурдия очень активно
все делал для того, чтобы взорвать ситуацию в Чечне. И в какой-то мере, наверное, он тоже сыграл немалую такую роль. Доку Гапурович, в течение примерно 3 лет вы работали в аппарате президента. Встречались ли вы с ним, ну, скажем, в 1994 году, накануне ввода войск в Чечню? Были ли у вас разговоры с президентом по поводу способов, которыми можно было бы решить ситуацию? Нет, у нас встреч не было. Встреча была вот в прошлом году. Она известна, получила, как говорится, достаточно освещения. Мы с ним встречались в Барвихе, в больнице, когда он находился, и обсуждали проблемы нашей республики, в частности, связанные с разрешением проблемы участников незаконных вооруженных формирований. И по нашей просьбе, по просьбе Верховного Совета, правительства республики, Борис Николаевич подписал указ. По существу он делегировал нам, вот, республике, право освобождать от ответственности тех участников незаконных вооруженных формирований, которые, в общем, попали туда, как говорится, случайно, за которым нет крови. И такую работу мы ведем. А до этого у меня встречи с ним не было. А как вы думаете, Борис Николаевич учитывает национальный характер чеченского народа, горских народов при принятии решений? Думаю, да. Думаю, да, учитывает. У вас был случай убедиться в том, что он знает особенности национального характера? Ну, наверное, чтобы в полной мере знать особенности, ну, надо быть довольно широко информированным. Но в той мере, в какой необходимо для президента страны, я считаю, он обладает информацией, знанием Северного Кавказа и конкретного народа чеченского. Ибо он не пошел бы на делегирование права, которым наделен только президент. Ведь он свое право делегировал именно нам, правительству республики. Своим указом меня утвердил председателем этой комиссии и мне дал право сформировать комиссию и принимать окончательное решение. То есть это как раз учет того менталитета чеченского народа, чтобы они, те, я бы сказал, заблудившиеся молодые люди, которые когда-то взяли оружие в руки, но его не применяли, получили бы, как говорится, освобождение от ответственности из рук тоже чеченцев. Это как раз учет особенностей нашего народа. Доку Гапурович, вы сейчас руководитель Чеченской Республики, это результаты выборов. Однако здесь, в Москве, в центральной прессе, в том числе к выборам, было далеко неоднозначное отношение. Легитимизация власти Завгаева в нынешних условиях великолепный подарок для дудаевцев. Несмотря на высокий рейтинг этого политика в Чечне, теперь уже невозможно опровергнуть утверждение, что Завгаев является откровенным ставленником Москвы. Известие 19 декабря 1995 года. Идя на выборы, вы, с моей точки зрения, очень серьезно рисковали. И об этом говорил Руслан Хасбулатов, когда был здесь, на вашем месте, в студии. Он, по его словам, не принял участие в выборах именно из-за того, что считал, что эти выборы в условиях военной ситуации провоцируют ухудшение общей ситуации в Чечне. Вы пошли на выборы, и как вы видите, пресса говорит о том, что теперь вас можно квалифицировать как ставленника метрополии Москвы. Но я бы на ваш вопрос однозначно бы не ответил. Тут несколько, так сказать, проблем затрагивается нашими выборами. Первое. Те, кто в течение последних 4,5 лет эксплуатировал так называемый чеченский вопрос, и особенно статус Чеченской Республики, прошедшими выборами чеченцы сказали, за какой они статус, за какое видение своей республики, место этой республики в составе нашей федерации и так далее, и так далее. То есть эти политиканствующие группировки, в том числе и Хасбулатов, они потеряли этот объект для спекуляций. Сегодня, вы замечаете, в прессе уже не говорят о статусе республики. Там
потому что прошли выборы, 72% избирателей приняли участие, активное участие, хотя им угрожали и реально осуществляли теракты. Теперь население избрало 2 депутатов в Государственную Думу, избрало главу республики. И таким образом эти выборы позволили народу чеченскому, именем которого какие-то группы людей спекулировали в течение 4,5 лет, позволили эти выборы вписаться в республике в русло политической жизни страны, вписаться в экономическую реформу, в политическую реформу, то есть стать полноправным субъектом и притом с особым статусом. Вот что не могут пережить те спекулянты политические, которые мучили чеченский народ на протяжении последних 4,5 лет. А что же дает... Это вот один только аспект. Да, я прошу прощения, но пожалуйста. все-таки что же дает право публично Хасбулатову заявлять то, что рейтинг Завгаева вряд ли, реальный рейтинг Завгаева, вряд ли выше 4%. Ну, И подвергать Андрей, вы меня сомнению извините, результаты выборов. Что дает право ему так заявлять? Я об этом человеке вообще не хотел бы говорить. Давайте его оставим в покое. Он не представляет ни арбитра, не представляет интерес чеченского народа. У него нет корней в этом народе. Его ничто там не связывает. Это случайный человек, давайте мы его оставим в покое. И будем говорить о проблемах моей республики и народа, который сегодня поставлен перед вопросом, быть ему или не быть. Ведь история знает, когда не только с политической карты мира, но и из земли исчезали целые народы. И вот мой народ подталкивается вот такими вот случайными людьми к этой пропасти. Ведь сегодня, посмотрите, в руинах экономика, сегодня нет внутринационального согласия, огромное противостояние, народ обнищал, народ унижен, оскорблен и оклеветан. И вот на эту взъерошенную ситуацию нам эти московские советчики не нужны. Народ знает, что ему делать, поэтому он смело пошел на выборы, избрал себе власть. Живо будем, мы весной проведем выборы Народного собрания и завершим этап политических реформ и формирования власти на месте. Так что выборы прошли, выборы расставили все акценты, все точки над «и». Но многие сейчас, анализируя ситуацию в Чечне, вокруг Чечни, представляют дело так, что и Кизляр, и то, что происходило в Грозном, ТЭЦ и так далее, все эти акции говорят о том, что Москва в том числе и чеченские определенные силы пытаются закуклить ситуацию в Чечне, то есть превратить конфликт из российско-чеченского во внутричеченский, может быть, даже во внутрикавказский. Эта версия имеет под собой какие-то основания с политической точки зрения? Значит, с моей точки зрения, вот на той территории, которая называется Чеченская Республика, сошлись интересы многих, так сказать, сил. Ведь посмотрите, вот те, кто пришел в Первомайск, Дагестан, дагестанское село. Вот среди задержанных и среди уничтоженных есть же иностранцы. Что их сюда принесло? Что национальная идея чеченцев им привлекательна? Я думаю, здесь надо на проблему шире посмотреть. И если мы хотим навести порядок в одной из республик Северного Кавказа, то нельзя ограничиваться тем, что вот на этой территории предпринимаются какие-то шаги. Надо посмотреть и следующий круг прилегающей территории, и прилегающие страны. Кто там, как говорится, окопался, какие они проявляют интересы, особенно нездоровый интерес. Ведь посмотрите, на нашу территорию засылаются эмиссары, засылается вооружение, деньги. Все это щедро финансируется. Создаются различные центры. То есть, я думаю, вот когда говорят российско-чеченские отношения, это тоже или заблуждение добровольное, или мы клюем на чью-то наживку. Нет столкновения национальных идей чеченцев и русских. Нет такого. И не было, и не будет. А там иные интересы верховодят. И надо
разобраться вот в природе того явления, с чем мы боремся, и принимать комплекс адекватных ситуаций и мер. Сегодня такая попытка делается, но она в полной мере не реализована. Это с моей точки зрения. Доку Гапурович, нет ли у вас сведений о том, что маджахеды, которые принимали участие в боснийском конфликте, могут принять участие в войне в Чечне на стороне Дудаева? Ну вот я пользуюсь только сообщениями прессы. Вот был захвачен в Турции корабль. Судно было захвачено. Главный террорист, его характеризовали в средствах массовой информации, что якобы он воевал и в Абхазии, и в Чечне. Казалось бы, этому турку что нужно в Чечне? Что нужно? Что он несет сюда? То есть я опять возвращаюсь к мысли о том, что эта проблема далеко не чеченская. Эта проблема чеченскому народу навязана. Именем чеченского народа шла спекуляция. Именем чеченского народа он противопоставлялся, хотя у него никто же не спрашивал ничего. Вот возьмите тот же вопрос о том, что вот Чечня, мол, вышла. Когда был референдум, и когда у чеченцев спросили, хотят ли они выйти из состава государства нашего российского. Когда был этот референдум? Когда был опрос? Не было. Какая-то кучка самозванцев, присвоив себе право, именем чеченского народа угрожала России, угрожала городам и так далее, и так далее. Пока политики ведут переговоры, пока ищется политическое решение проблемы, в Грозном на сегодня сложилось очень странное положение. Вот одна цитата. На улицах Грозного войска уже не хозяева. Даже днем боевики Дудаева позволяют себе разгуливать там, где хотят. На улицах все смешалось. Военнослужащие, боевики, бандиты, грабители. Просто прохожие уже не всегда понимают, кто есть кто. Так было в декабре 94-го, перед началом Чеченской войны, так происходит сегодня. Владимир Емельяненко, Московские новости, 23 января 96 года. То, что творится в Грозном, это уголовщина, вот, беспредел уголовный, или это националисты, дудаевцы? Правительство может контролировать ситуацию сейчас? Значит, прежде чем на ваш вопрос ответить, вот несколько таких вот аспектов. Ну, первое, вы, если посмотрите статистику, то за последние 2 месяца количественная сторона вот этой вот преступности, она идет на убыль. Если 1,5-2 месяца ежесуточно было где-то 40-50 обстрелов федеральных, как говорится, войск, то сегодня эта цифра, как говорится, снизилась до 8-10, то есть в 2-3 раза меньше. Если говорить о общем показателе количества преступлений, тоже упало в 3-4 раза. Вот сейчас в сутки у нас зарегистрированных преступлений 5-6, ну, в пределах 10. А бывало и 30, бывало и 40. Это, вот, как говорится, количественная сторона. Теперь второй фактор. Вот есть научные исследования, которые говорят о том, что рост безработицы на 1% дает всплеск вот преступности до 8%. Это в Африке, это в Америке, это в России, это где угодно. Это так устроено человеческое общество. А сегодня мы имеем республику чеченскую, где более 60% трудоспособного населения не имеет постоянной работы. То есть сама вот эта вот объективная ситуация, она благоприятствует, что ли, правонарушениям. И поэтому, когда мы говорим, кто там на улице и как надо бороться, то надо прежде всего создать рабочие места, занять людей. Молодым людям дать возможность учиться в школах, в профтехучилищах, в институтах. То есть возрождать надо. И таким образом оттягивать оттуда, как говорится, из криминальной среды нормальных, кто хотел бы к этому Это понятно, вернуться. и всем разумным и мыслящим людям Да. такой Андрей, подход понятнее, чем военный. Это Андрей, правда. если мы именно вот по этому пути не пойдем, а пойдем путем, так скажем, око за око, мы только будем тиражировать преступность. Ну, Поэтому надо вот этим путем идти. Да. И дальше. Я прошу Андрей, прощения, извини, Доктор пожалуйста. Гапурович, Да. у нас сейчас мы с вами давайте решим. Да. У нас, мне сообщают, очень много телефонных звонков.
Я эту мысль завершу. Хорошо. Так вот, то, о чем я говорю, это не просто рекомендации или рассуждения. И в практическом плане мы много делаем. Ведь на сегодня уже в республике создано порядка 200 тысяч рабочих мест. От нулевой отметки поднялись. 200 тысяч рабочих мест. Но об этом практически ведь не говорят. Почему? Но не говорят, потому что это позитивное явление. Поэтому и замалчивают. Те, кто все время пытается там найти что-то такое худое. Дальше. За прошлый год отремонтировано и вновь построено почти 3 миллиона квадратных метров жилья. Это же сделано. Теперь на текущий год утверждена федеральная программа восстановления республики, которая рассчитана примерно на 25 триллионов рублей. И опять 3 миллиона квадратных метров жилья, 300 тысяч рабочих мест. В совокупности приведет к разрешению той ситуации, которая всех нас сегодня Все это беспокоит. замечательно. Но вы можете, вот, положа руку на сердце, как руководитель, сказать, что вы контролируете и можете гарантировать, что те средства, которые идут сейчас в Чечню на восстановление, да, они не разворовываются, они не служат почвой для новых преступлений, для новых скандалов, о чем говорят очень многие. Гайдар, например, на вашем месте Сири говорил, что многим выгодна ситуация ни войны, ни мира. Это возможность воровать, грубо говоря. Ну, очевидно, коль Гайдар говорит, он чем-то располагает. У меня такой информации нет, что там идет какое-то массовое разграбление. У меня такой информации нет. Хотя я не исключаю, как и в любом, как говорится, крае области, наверное, факты каких-то злоупотреблений там есть. Я это не исключаю. Спасибо. У нас не так много времени, много телефонных звонков. Пожалуйста, первый звонок. Слушай. Я бы хотела задать вопрос доку Завгаеву. Скажите, пожалуйста, я вот звоню сейчас из Киева, сама жила раньше в Гудермесе, вышла замуж, живу в Киеве. Сейчас остались там мои родители. Как-то они звонили, сказали, что квартира сгорела, живут с беженцами в Хасавюрте, в каком-то детском садике. Как можно узнать о них сведения? Что они, где они, живы или здоровы? Но если вы назовете там фамилию, имя, отчество, я попытаюсь связаться с Грозным, установить, где они есть, и как-то вам сообщить. Вы можете позвонить в нашу программу, и мы запишем ваши данные. Пожалуйста, следующий звонок мы успеем, у нас осталась минута. Да. Здравствуйте, у меня такой вопрос к гостю. Вот если бы, не дай бог, конечно, во время войны в Чечне, во время обстрела там погиб кто-нибудь из близких родных, не дай бог, конечно, еще раз повторяю, у него бы это возбуждало чувство мести? Или он отнесся к этому нормально бы, как к войне? Спасибо. Ну, в республике вы найдете редкую семью, кто не пострадал бы. Я тоже похоронил 3 двоюродных братьев, но во мне это чувство мести, естественно, какие-то были поползновения, но я их подавил ради того, чтобы достичь мира и гражданского согласия. Если сейчас стать на путь, как говорится, сведения счетов каждому, то мы получим нечто страшное в сравнении с тем, что было. Сейчас, я думаю, к этому нельзя прибегать и к этому нельзя подталкивать. Надо искать все, что нас объединяет, сближает, собирает. Большое спасибо за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Сегодня час пик был для доку Завгаева. Всего вам доброго.